Третий межрегиональный турнир по хоккею с шайбой в Усинске пусть и носит статус коммерческого, но по сути это главный смотр всех лучших хоккеистов республики. Сыктывкар, например, до статуса лучших в этом виде спорта пока не дотягивает. Фавориты здесь традиционные – Усинск и Ухта. Плюс постоянный участник студенческой хоккейной лиги страны – сборной Нижегородской области. Ну и были еще дебютанты – кировчане. Три команды уже, как говорится, постоянно здесь уже, а вот четвертая команда меняется, уже приехал Киров, интересно их посмотреть, потому что уже были, и Сыктывкар был уже приезжал, к нам уже Наринмар приезжал, и сейчас Киров приехал, пригласили. Были планы, конечно, привезти Череповецк, еще было бы интереснее турнир, но сейчас посмотрим, что покажет Киров тоже. В том, что борьба в турнире будет бескомпромиссной, болельщики убедились уже после первого игрового дня. Ухтинцы лишь по буллитам уступили одному из фаворитов, действующему лидеру дивизиона «Запад» студенческой хоккейной лиги России сборной Нижегородской области. А вот хозяева, усинцы, сенсационно проиграли дебютантам из Кирова 1-3. Поэтому на следующий матч, самое настоящее республиканское дерби с ухтинцами, нефтяники вышли как на последний бой. Они пропустили первыми, но смогли добавить прямо по ходу матча. 3 безответные шайбы, и, казалось, судьба матча уже решена. Но, что называется, показывает зубы, отличительная особенность ухтинской сборной. Гости все-таки сравняли счет, причем за 10 секунд до конца основного времени матча. У нас с командой Ухты все время такие матчи происходят, когда мы частенько выходим вперед, а потом уже, не знаю, происходит одно и то же постоянно, из года в год. Мы в последних секундах или концентрацию теряем, или еще чего-то нам не хватает. Получается вот такой вот результат. Как потеряла концентрацию усинская команда, так ее и нашла. В овертайме двухходовку братьев Закиевых удачно завершил старший из них Радик. Принципиальное республиканское дерби за усинским «Ойлерс», в составе которых, к слову, играли только действующие работники нефтяных месторождений. В этом, похоже, и есть секрет оглушительной поддержки трибун. Уровень турнира подрос очень сильно в последнее время. Команды стали сильнее, все команды ровные, все набирают опыта. А в сегодняшней игре, конечно же, сложно было играть против команды Усинска, потому что они играют дома. Вот. Нам немножко не хватило, может быть, удачи, везения. Перед последним туром ситуация в таблице запуталась окончательно. После разгрома, учиненного кировчанам нижегородцами 6-1, для общей победы в турнире. В очном противостоянии с фаворитами усинской сборной нужна была победа в 4 шайбы. Но хозяева забили лишь однажды. Гол на счету Валентина Подпорина. Ну а более искушенные в напряженных матчах нижегородцы, сейчас они лидеры дивизиона «Запад» СХЛ, ответили трижды и стали обладателями главного кубка. Всегда победы придают положительных эмоций, придают сил. Вот сейчас мы уезжаем уже в четверг, уезжаем в Тамбов на чемпионат России, на тур чемпионат России. Поэтому этот турнир и в плане эмоций, и в плане игровой практики с такими хорошими командами пойдет нам только на пользу. Усинцы пусть и проиграли, но смело могут этот турнир заносить себе в актив. Во-первых, в Коми они по-прежнему лучше всех играют в шайбу, это подтвердило республиканское дерби. А во-вторых, уровень организации стал заметно выше. Победила молодость, потому что новгородская команда – это молодая команда. Вот, и не стыдно было им проиграть. Но опять мало кто об этом знает, что тренер этой команды – это выходец наш Дмитрий Кулябов, уроженец Устинска. Вот. Я очень надеюсь на то, что у нас появятся такие звезды, которые на будущий год проявят себя. Я думаю, что мы опять в очередной раз станем победителями, как в прошлом году. Еще один уроженец Усинска в команде Нижнего, Вячеслав Платичкин, стал лучшим нападающим турнира. У него на трибунах были персональные болельщики. Очень приятно, конечно, у меня здесь живут, все родственники здесь живут. Я сейчас сразу сюда приезжаю, я всегда рады здесь. Буду скучать даже, сейчас понимаю, что опять уезжать. Я 2 года не был дома, потому что тот турнир я пропустил из-за травмы. Спасибо за победу. Лучшими в своих амплуа стали ухтинский голкипер Илья Балашов и усинский защитник Валентин Подпорин. Впрочем, одного индивидуального приза усинцам явно не хватило. Хозяева уже пообещали сделать выводы и в следующем году вернуть себе утраченный кубок. Максим Васильев, Вячеслав Беспалов, Олег Костромин, телеканал Юрган, Усинск.